сотрудников? Да, это еще это у нас сотрудница скорее. И она у нас живет уже в течение где-то лет 10 ей, наверное. И она у нас, конечно, в общем-то, некий талисман нашей оранжереи. Вот она себя во всей красе показывает. Да, она ничего тут не портит, но наоборот охраняет наши растения, да, и своим видом показывает, что она тут хозяйка. Я закончила сельскохозяйственный институт имени Скрябина, факультет агрономический. Ну, то есть я агроном. Но любой агроном может работать как в сфере сельского хозяйства, так и вот в цветоводстве, куда я попала. Потому что выращивание растений – одна из сфер агрономии. Ну, как попала, тогда трудно было, когда я сюда пришла, трудно было вообще попасть в Академию наук. Это было очень престижно. И попасть в ботанический сад, это было тоже очень престижно и было трудно. И если сказать честно, то это была, можно сказать, работа по блату, как раньше говорили. Устроиться на такую работу было очень престижно и почетно. Ну вот я попала сюда, в лабораторию цветоводства, потому что вообще работа в Академии наук, в ботаническом саду, это было что-то из ряда вон выходящее. И мне все завидовали. Но если бы по-другому сложилась жизнь, я не знаю, как бы она сложилась. Я попала, закончив сельскохозяйственный институт, именно сюда. Ну так как-то и осталось, потому что цветы, во-первых, красиво. Все знаете, что цветы нас тоже сопровождают от рождения. Как только родился, всегда букеты преподносят. И человек умрет, тоже, когда неуважение несут цветы. Так что цветы – это красиво. И заниматься цветоводством стало моим призванием, наверное. Не сразу, конечно. Постепенно вот эта жизнь в цветоводстве приучила, наверное, к тому, что нужно много трудиться, потому что вырастить цветок – это не так уж и просто, как казалось бы. И для того, чтобы он был красивым, нужно время, во-первых. Во-вторых, упорство и труд, который иногда этот труд очень сложный и, можно сказать, не всегда благодарный. Все время ты возишься с землей, что тоже не так просто. Потом все окупается, когда выращиваешь цветок, и он вдруг красивый, и все вокруг вызывают восхищение. Конечно, это потом какая-то гордость возникает от того, что сделано. И так вот и вся жизнь, в общем-то, и прошла в служении цветам, ботаническому саду, науке, наверное, тоже в какой-то степени. Мы сейчас находимся в нашей оранжерее. Такая оранжерея у нас одна на всю нашу страну. Площадь ее, конечно, не очень велика, всего-навсего 500 квадратных метров, что очень мало для подобных оранжерей, потому что она собрана здесь больше 450 видов, сортов и форм тропических и субтропических растений. Этими растения нами собирались в течение нескольких десятков лет. Вот сама оранжерея была построена в 1947 году.
наши бананы тоже цветут и дают плоды. Ну, Я вижу, они больших размеров. Сколько метров? И ну сколько... вот высота нашей оранжереи здесь 10 метров. И вот бананы практически такой же высоты. Ну, есть, конечно, сорта бананов, которые пониже, и там достигают 5-6 метров. Но у нас собраны виды бананов, которые растут в более прохладных, что ли, так сказать, условиях, поэтому они у нас и выживают, и хорошо растут, в общем. Банан вот этот у нас называется текстиль, примерно 15 видов, а уж не говоря, что сейчас есть разные сорта. Ну и в наших магазинах вы тоже иногда видите, как эти, ну вот ложный ствол, и он из черешков листьев. У него мягкие, вот можно ногтем проткнуть стебель, потому что тут только вот. Ну, когда была авария на ТЭЦ, мы вообще не ожидали, что такие будут последствия катастрофические. Это. Потому что, когда произошло, это же во всем городе, и когда начали остывать батареи, мы начали звонить, и они сказали, да подождите, там немножко, и мы все наладим. Ну, выяснилось, что это все продолжалось целую неделю, пока все сделали. И растения, которые у нас были в оранжерее, замерзли на 95%. Это была катастрофа вообще в нашем масштабе, потому что мы собирали коллекции в течение долгих десятилетий, и у нас было все относительно хорошо, и вдруг вот такое случилось. Но это было не передать словами, и до сих пор все это мы вспоминаем с содроганием, потому что, не дай бог, второй раз лично я такого уже не переживу, как и сотрудники нашей лаборатории остальные, потому что это было нечто. Потерять все за один день, можно сказать. Все то, что было наработано, все было, что было выращено, это жуткое зрелище было. Когда уже потом началась весна, и мы все это, то, что погибло, выбросили, что-то оставили. И какова была наша радость, когда мы увидели, что наши растения начали оживать и отрастать. Это, конечно, было огромной радостью. Так вот постепенно мы все восстановили. Выросли огромные уже деревья. И вот этой бутии, самое пожилое тут растение в оранжерее, уже 70 с лишним лет. Да, вот это вот такие, как чешуя, это остатки листьев. Вот это, да? Можете Да. показывать, да? Да, конечно. Остатки Да, это вот остатки листьев. И вот дальше они, конечно, утончаются, а вот это растет ствол, и он расширяется в ширину, и в высоту тоже. Пальмы-то наши тоже основательно подмерзли. Вот видно, что
макушки только остались, потому что пальмы все растут макушками. И получилось так, что эти вот растения у нас выжили. Они вырастают. Они вырастают, вот здесь высота где-то около 14 метров. И вот они растут только в высоту, пальмы. И у нас уже был случай, когда одна из пальм доросла до крыши нашей оранжереи и уперлась в крышу, дальше расти не смогла, поэтому погибла, пришлось ее спилить. Ну и вот участь вот таких вот высокорослых пальм, наверное, будет тоже та же самая участь. Если она дорастет до крыши и упрется в нее, то наверняка уже тоже и придется спиливать. Хотя, конечно, дерево-то уникальное, и возраст уже, конечно, у нее почтенный. Так вот, строение поднимать выше не получилось, потому что тут не такой уж основательный фундамент. А здесь у нас растет бамбук. Бамбук, да? Да, Вот родина бамбука – это Китай, Вьетнам, вся Юго-Восточная Азия, Япония. Есть несколько видов бамбуков, они разные, есть у которых стволы такие толстые, есть совсем хрупкие, в общем, Тоже виды, да, видов разные? это их много. Бамбук, по сути, это, в общем-то, кустарник, это не дерево уже, поэтому Они тоже, да, быстро вырастают? мощное корневище, бамбук, да, как раз отличается быстротой роста. Когда появляется новый побег, то он в высоту вырастает за сутки 40-50 сантиметров. Вашингтоне родина. В Вашингтоне это западное полушарие, это Америка. В Америке это в теплых штатах Соединенных Штатов Америки. Это обычное растение. Если вы фильмы, которые снимают в Голливуде, там вот Лос-Анджелес и прочие такие города, там вдоль дорог везде растут именно в Вашингтоне. И вот названа эта сама пальма, в принципе. Не заметьте, я не так часто смотрела на небо, а сегодня вот Да, вот очень часто смотрю. можно посмотреть, Даже, наверное, телезрители тоже заметили, да? как выглядит в Вашингтоне. Очень красивая пальма. Масштабы вот Да, очень и высокие, да? высокие вот тоже. Тоже 15 метров. Где-то, да. Сейчас немножко меньше, где-то. Очень красивое само строение пальмы, листья у нее очень красивые. Вот Прям такая. когда смотришь вверх, как будто ты в Америке Да, находишься. все В очень Брайтон-Биче или где-то, да? В любят, Лос-Анджелесе. да, любят снимать эту пальму, потому что она, конечно, очень красивая, Да. выглядит Размеры очень шикарно. масштабные. Это мимоза пудика или мимоза стыдливая. Каждый школьник, который изучает ботанику, начинает изучать ботанику, знает это растение, потому что его приводят как пример того, что если тронешь ее листик, и начинает эти листики быстро закрываться. Вот такая вот реакция у растения на Хотелось бы, конечно, чтобы для нашей страны оранжерея была побольше,
чтобы можно было гордо говорить, вот, смотрите, завидуйте, потому что оранжерея – это как музей. Ну, так же, как Эрмитаж, как наш музей, вот, потому что каждый экспонат – это живое растение. Конечно, ухаживать надо, но можно тоже показывать, и чтобы люди восхищались. Ну да, ну каждое новое растение – это, конечно, огромная радость. Особенно те, которые раньше не было и которые вырастили из семян. Это вообще великолепное зрелище, когда ты радуешься. Ну, как радуется, например, новорожденному, так и мы растению новому тоже так примерно рады.